Только что состоялось оперативное совещание у главы Республики Саха-Якутия, на котором принято решение о том, что сегодня будет издан указ главы Республики Саха-Якутия о введении на территории Республики Саха-Якутия режима повышенной готовности соответственно, в связи с коронавирусом. Режим повышенной готовности, он регулируется федеральным законом, и, соответственно, все те мероприятия, которые мы с вами проводили в течение практически 1,5 месяцев, они, соответственно, закрепляются нормативно на основании указа главы республики. Среди ограничений, которые вводятся на территории республики, необходимо обратить внимание на следующие мероприятия. Не допускается проведение массовых мероприятий, культурных, зрелищных, при количестве присутствующих 50 человек. То есть, если мы вчера устанавливали ограничение 200 человек, сегодня 50. Так как и определялись вчера, школы продолжают работать в обычном режиме до особой ситуации. Особой ситуации сегодня не произошло, но мы в любом случае готовимся в последующем к тому, что школы перейдут на дистанционное обучение. На совещании также был затронут вопрос, связанный с обучением студентов. Студенты вузов, на территории которых находятся на территории республики СВФУ и ГСХ, уже переведены на дистанционное обучение. И им рекомендуется тем, кто не имеет городской постоянной прописки, соответственно, вернуться по месту своего жительства. Необходимо обратить внимание на продолжение проведения мероприятий, связанных с санитарной обработкой и дезинфекцией места как общего пребывания граждан транспорта. Также будут продолжены все наши мероприятия, которые мы проводили, связанные с режимами изоляции граждан, которые находились в контакте. Санитарно-эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Республике Саха-Якутия стабильная. Случаев, зарегистрированных новой коронавирусной инфекцией в Республике Саха-Якутия нет. Продолжаются все профилактические и противоэпидемические мероприятия, схемы работы, взаимодействия всех заинтересованных служб медицинских в первую очередь, они работают на сегодняшний день. Лица, которые были в контакте, или приехали из неблагополучных регионов нашей страны, либо же зарубежных стран, они все у нас под наблюдением. В случае необходимости проводится весь ряд мероприятий, необходимых по их изоляции, по лабораторной диагностике, по лечению и так далее. Поэтому схема на сегодняшний день работает. Я полагаю, что необходимо, и мы проведем в оперативный штаб. Кстати, сегодня указание дал глава республики с тем, чтобы оперативный штаб, который у нас работает уже по распоряжению председателя правительства 7 февраля, он переходит на круглосуточный режим работы. Поэтому информирование населения, в том числе через вас, средства массовой информации, мы будем продолжать в ежедневном режиме и при необходимости по ситуации. По поводу возврата все-таки билетов в другие регионы, например, в Сочи, допустим, можно ли вернуть билеты? Да, Министерство транспорта будет прорабатывать вопрос о возврате. Мы сегодня понимаем, что с авиакомпанией все главы муниципальных образований приняли решение о запрете выезда детей. И, соответственно, убытки, которые будут возникать, соответствующая компенсация будет определена. Как в данной ситуации регулируется деятельность частных детских садов? Они работают все также в пределах режима повышенной готовности. Непосредственно будет указание, то, соответственно, оно будет касаться всех. Сегодня для них базовые указания, они связаны прежде всего с санитарным режимом соблюдения. Но если пойдет ограничение, то, соответственно, дети должны будут находиться дома. А состоится ли кинофестиваль? Кинофестиваль уже идет.
Да, вчера, значит, по идущему кинофестивалю было, соответственно, совещание, по которому министр культуры принял решение о том, что на мероприятии должно быть не больше 200 человек. Сегодня мы будем опять менять формат. Ну, то есть вот работаем в таких ситуациях, чтобы присутствовало не больше 50 человек. Как можно больше будем переводить в режим онлайн. То же самое, тот же вопрос будет касаться и вопроса работы тех служб, которые работают у нас непосредственно с людьми. Немного будет изменен порядок работы, значит, МФЦ, будет изменен порядок работы пенсионных служб для того, чтобы через каждые 6 часов проводилась санитарная обработка помещений, куда люди приходят. 1 217 000 масок. То есть у нас с 1 января закуплено в аптеках. Почему люди не ходят в масках? Вот мы тоже задаемся этим вопросом. 1 200 000 масок находится у людей непосредственно дома. Ищем мы сегодня и поставщиков, и сегодня непосредственно проведены переговоры с рядом наших швейных, значит, частных компаний, которые в том числе начнут шить маски. Тканевые, да? Тканевые маски. Ну, тканевая маска, как вы понимаете, она и стирается, и кипятится, и, соответственно, она будет более многоразовое использование. Ну и по этим препаратам медицинским. По медицинским препаратам то же самое. Потому что даже спиртовые салфетки раскупили. Да, к сожалению, не нужно создавать ажиотажа, да, как такового, но, тем не менее, руки нужно мыть. А какие административные будут решения, если не будут выполняться данные правила? Если не будут выполняться данные правила, то, соответственно, прежде всего, административная ответственность за отказ от, значит, госпитализации и принятия мер медицинского характера. Так же, как мы с вами в декабре и в январе работали по КОРе, когда штрафовали за то, что граждане отказывались от вакцинации.